ведаць, што адбываецца. Вітаю ўсіх, гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікова пры мікрафоне. Сёння мы будзем разважаць і размаўляць пра беларускую адукацыю. Яўген Лівянт, мінскі педагог і дырэктар рэпетытарскага цэнтру 100 балаў. Сёння наш госць. Прывітанне, Яўген. Добрый день. Ну, натуральна, ледзьве не штотыдзень Мінадукацыі радуе беларусаў новымі рэформамі, навінкамі. І чарговая з іх гэта тое, што у школах будзе ўведзены прадмет, які называецца ВВК, то бок вучэбна-вытворчы камбінат. І натуральна, што цяперашнія дзеці не ведаюць увогуле, што гэта такое. Гэта вось такое старэйшае пакаленне, узгадвае савецкія часы, калі цэлы дзень дзеці, напрыклад, там шылі ці там ездзілі на трактары, то бок ва ўсіх былі свае нейкія адказнасці, так? То бок я разумею так, што калі прызначылі Карпенку, у прынцыпе чакалася, што міністр-камуніст мусіць вяртаць усё, ну, такія савецкія часы. Спачатку ён, відаць, адаптаваўся і зараз вось пачаў гэтую свой шлях, ужо фактычна знішчаныя гімназіі, цяпер вось з'яўляецца ВВК. Як вы лічыце, нас сапраўды хочуць вярнуць да савецкай сістэмы адукацыі, ці магчыма гэта? Ну, во-первых, я не согласен с тем, что это как-то связано с партийной принадлежностью министра Карпенко, да. Я за последние, даже не знаю сколько лет, я не могу сказать, что вот этот министр был вот такой замечательный, и он такие изменения позитивные для страны сделал в системе образования. Совершенно нет. Ни один, я даже не помню, когда какой-то из министров образования сделал что-то позитивное для нашей системы образования, и это никак не связано с его политическими взглядами, политическими принадлежностью. Мне кажется, это та простота, которая хуже воровства. Вот, ну, надо ярлык повесить, так вот он коммунист. Ну и что? Разница, как мне кажется, у нынешнего министра и у предыдущих только в одном. Этот больше делает. Я сейчас не говорю, это со знаком плюс или минус, это просто... То есть говорили они приблизительно все одинаково, а предыдущие много говорили, мало делали, а этот говорит и делает, поэтому... И, кстати, я думаю, что если предыдущие министры сделали бы то, что они наобещали, разрушительность реформ была бы точно такая же. Это что касается... ну, вот тезиса о том, что потому что он коммунист, я не любитель вот этих ярлыков, считаю, что это примитивно. А второй элемент – это УПК, это возвращение в Советский Союз. Я тоже вот не хочу это обсуждать, мне это не интересно, вот это опять ярлык, возвращение хорошо или плохо, очень много было позитивного, очень было много негативного, вот несерьезно, на мой взгляд. Теперь, что касается УПК. Я заканчивал школу в 1983 году, у меня было УПК, я учился на водителя, легковой и грузовой машины. Это было очень серьезное образование. В течение 2 лет, раз в неделю, в здании, в специальном здании на Харьковской, на улице Харьковской, у нас был лекции по правилам дорожного движения, по устройству автомобиля. У нас были практические занятия по устройству автомобиля. Там целая система, то есть это была целая наука. Это было на очень хорошем уровне. И материальная база была хорошая, и преподаватели были на уровне, потому что преподаватели, которые преподают, скажем, в технических училищах или вот в ВПК, они несколько другие, чем в школе. Это не значит, что они лучше или хуже, они, извините, другие, они по-другому работают. У меня были прекрасные преподаватели, и я благодарен, но вот я до сих пор какие-то уроки их помню. И ничего плохого в этом УПК нету. Я сейчас скажу, что плохо. Плохо то, есть несколько моментов, что плохо. Первое. Плохо то, что всех опять одинаково. Вот то, что абсолютно необходимо в современном мире, и чем мы должны точно отличаться от системы образования, которая была раньше, и не потому, что она была советская. Сейчас во всем мире есть тенденция. Отход от максимальная вариативность. То есть ученики могут выбирать. Вот кто-то, для кого-то УПК – это абсолютно классная вещь. Я уже много раз говорил, что я с абсолютным уважением отношусь к молодым людям в 10-11 классе, которые скажут, в гробу я видал синусы с логарифмами, мне это не надо. И я скажу,
Ничего страшного, ничего в этом страшного нету. Он пойдет учиться класть плитку, к 17 годам будет уметь класть плитку и еще что-то делать, и зарабатывать себе на жизнь своей семье, и прекрасно. А кто-то, наоборот, пойдет учить программирование, а кто-то пойдет, скажем, в сельской местности, это сейчас же целая наука, выращивать урожай, да, это же... Теперь это целая наука, это же во всем мире, это же видно, что это же... Это не так просто зерно бросил, там, может, выросло, может, нет, целая наука. Они будут этому учиться. Должна быть вариативность, и государство должно способствовать этой вариативности, на мой взгляд. А вот чего нет, с точностью да наоборот. Вот когда я слушал в армии, нам было запрещено говорить слово «однообразно». Значит, отцы командиры говорили, в армии все единообразно. Вот за однообразно наказывали. Так вот, что я вижу недостаток тех реформ, один из главных недостатков реформ, которые сейчас проводятся, это однообразие. Даже не единообразие, а однообразие. Ведь, смотрите, одновременно с тем, что происходит... закрывают сейчас, объединяют профессионально-технические училища, я буду называть их, ну, раз вы начали по-советски, вот по-советски, будет всем понятно. Профессионально-технические училища и техникумы, их объединяют в один. Но это разные, понимаете, в ПТУ шли, и преподаватели одни молодые люди, и преподаватели там учили ремеслу, а в колледже или в техникуме шли совершенно другие люди, те, которые собирались потом делать, как правило, карьеру где-нибудь в технической отрасли, да, там на заводах, там промышленности, и это был первый их шаг. То есть вот это единообразие, она убивает. Еще что убивает? Это махновщина. Вот раз вчера вечером стало известно, что ввели УПК. Без подготовки, без предварительного обсуждения. Где его ввели? Ведь когда УПК закрывали, их закрыли приблизительно 6-7 лет назад. Часть закрыли, часть перепрофилировали, часть оставили. И вот как сейчас я яростно выступаю против закрытия гимназии, точно так же я тогда говорил, ребята, не надо закрывать УПК, должен быть выбор. Для меня и гимназия должна быть, и УПК должно быть, и ПТУ должно быть, и колледж. Максимально, особенно к старшим классам должно нарастать. Так вот, УПК закрыли. Многие или сократили. Преподавателей многих сократили. Оборудование там, я думаю, еще вот тех времен, когда я учился в 80-х годов, нельзя с понедельника или даже с 1 сентября снова открыть УПК. Потому что там была программа, рассчитанная на 2 года, раз в неделю, на протяжении 2 лет, 6 часов. Продуманная, сидели люди, это была всесоюзная программа. То есть люди сидели, они думали, как это сделать. Я не думаю, что хоть какую-то думали, решили, все, с 1 сентября 6 часов. Где, на каких площадях, какие преподаватели, какие программы, как это можно было? Последняя реформа, которая была, кстати, вот при Советском Союзе, вот, о котором вы, извините, пренебрежительно так сказали, последняя реформа школьная началась в 1984 году, да, между продовольственной реформой и что там жильем. Продумана была каждая мелочь. И когда переходили с 7 лет на 6, ну, первоклассники пошли, первый класс это был не с 7 лет, а 6 лет, было продумано. Адаптация, сколько лет, специально разработанная мебель, где эти дети в школах, для них специальную мебель сделали, было продумано, там до миллиметра все высчитано, программы. То есть вводилось на протяжении нескольких лет, включая, еще раз, специальную мебель для 6-летних детей завозили в школе. И учебники. Это какое-то, ну вот то, что сейчас происходит в последнее время, это какое-то безумие, потому что никто ничего не понимает. Ну, так, такое выражение, что нема никакой концепции. Никто ничего не... Смотрите, когда никто не понимает, почему так происходит, вот когда такая махновщина, то на одну высоту поскакали, то не доскакали до этой высоты, на другую поскакали. Главное, не объясняет. Командир не объясняет. Ну, может, и не надо, конечно. Зачем же нам знать, зачем мы туда скачем? Ну, хотелось бы. Так вот, какое-то безумие, потому что ум не понимает, что происходит. То есть преподаватели, родители в панике, в растерянности.
А чего будет? Что еще ожидать? Ведь реформа системы образования, даже реформой нельзя называть, это какие-то трансформации, это какие-то, я не знаю, я даже не могу найти какое-то слово, вот какая-то бессмысленная трансформация. Вот эти реформы, нет, вот назовем это трансформацией. Так как никто не знает, зачем это делается, какая цель, куда идти. А ведь это же затрагивает все население страны. Оно не затрагивает 10% или 15%. Оно затрагивает 95%, наверное, только, и то, наверное, больше, потому что, наверное, 5% населения вот ничего не хотят знать ни про детей, ни про внуков, им это не интересно. Это затрагивает всех. Почему так? А есть разные версии, включая там теории заговора какие-то. Например, есть версия, что это специально, значит, нашей стране не нужны умные люди, а вот нужен рабочий класс. Это очень распространенная версия, я с ней не согласен. Сейчас объясню, почему я не согласен. Если основываться на фактах, то факт номер один. Наличие у нас крупнейшего и растущего парка высоких технологий. Ну так у нас же мы будуем IT-краину. Так мы ее реально, то есть, понимаете, мы не говорим о том, что мы строим IT-краину, мы ее построим. Ну, то есть, я в этом мало, конечно, поучаствовал, хотя мои ученики уже чего-то тоже умеют. Но действительно создана IT-страна, к нам едут из других стран, чтобы работать. Здесь выгодно это делать. Мы же видим, оборот растет 30-50% в год, растет оборот предприятия, все. То есть сказать, что здесь мозги не нужны, с фактами не стыкуются. Теперь, когда говорят, опять же, нашей стране вот, не нужны образованные люди, а нужны рабочие, которые тоже нашей стране не нужны, я тоже в этом не верю. Смотрите, вот сегодняшние школьники, сколько им лет? 10, 15, ну да. Значит, к тому времени, когда они станут, выбирать специальность или там будут работать по специальности, пройдет еще 10-15 лет. Ну вот я что-то сомневаюсь, что, скажем, министр образования, тот, который сейчас есть, или который был раньше, вот он на 10-15 лет считает, и вот он сидит, думает, через 15 лет хорошо, чтобы у нас было побольше рабочих. Вот я в это тоже не верю, да, то есть я вот в эту теорию заговора не верю. Есть еще одна версия, что считается, что это для экономии средств. Это нормальная логика, вполне логичное рассуждение, но тоже не вписывается ни в какую логику, потому что бессмысленно тратятся огромные средства на очень плохие учебники, на оборудование. Школы забиты оборудованием, которое не используется в процессе. Около 100 тысяч чиновников в системе образования непонятно чем занимаются. То есть есть где сократить, то есть понятно, не хватает денег, это нормальная логика уменьшать расходы. Но есть где сокращать. Здесь непонятно, на чем происходит сокращение. Вот поэтому я называю происходящее безумием, потому что мой мозг не понимает, мой ум не понимает, и мои друзья, знакомые, там, незнакомые люди не понимают, куда мы идем, и зачем мы идем, и что мы делаем в системе образования. Я нагадаю, сябры, што гость сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё Евген Лівянт, мінскі педагог, і мы сёння размаўляем пра сітуацыю, якая склалася ў нашай сістэме адукацыі. Заставайцеся тут, мы хутка вернемся. Мемориальный концерт, снова умер Брюс Ли, упал серьезно кто-то в топе, зарядив изнутри, тебя догнали эти мысли, догадался любой, что тиражи взлетят, как уши на обложке Playboy. Теперь не вспомнит то, что было, только полный чудак. Никто не выйдет на арену без напора нунчак. Уже идут приготовления, ждет друзей саундчек. Кино снимают навсегда, но главное твой новый саундтрек. Твой новый саундтрек. Твой новый саундтрек. Твой новый саунд. Твой новый саундтрек. Твой новый саундтрек. Твой новый саундтрек. Твой новый саунд. Кто раньше не любил кунг-фу, теперь и сам уже не рад. Радиостанции трещат, какой-то нафиг формат. Сенсеи попа и попкорна, наклонясь до земли. Никто не видит их улыбок, кроме духа Брюс Ли. Теперь бодрятся, просыпаясь, Ильян Рекорд. Как снег зимой летят футболки с надписью «Шаолинь». И в новостях забили
этот забег. Война пока подождет, сейчас грядет твой новый саундтрек, твой новый саундтрек, твой новый саундтрек. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю у студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. Міністэрства культуры не давала дазволу на гэткае акультурванне вайсковых могілак, якое працягваецца цяпер. Вядома, што могілкі абвешчаныя гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Спецкамбінат КБА, які займаецца іх добраўпарадкаваннем, парушае кодэкс пра культуру. Пра гэта пішуць многія. Еўрарадыё запыталася у начальніцы аддзела па ахове гісторыка-культурнай спадчыны Міністэрства культуры Наталлі Хвір, ці бачыла яна ситуацию на вайсковых. Цитую яе адказ: я яшчэ не бачыла новых надмагілляў, але абавязкова на іх пагляджу, магчыма, у выходнае, таму што я цяпер, на жаль, на службе. Па законе тое, што немагчыма аднавіць, можа быць замененае, але без унясення змены ў знешняе аблічча. То бок не павінна мяняцца на дакладна такое ж. Магчыма, ёсць факты парушэння, бываюць усякія сітуацыі, мы будзем правяраць, заявіла спадарня Хвір. Больш падрабязна на нашым сайце ў рубрыцы «Навіны». Сёння еўракамісар па палітыцы суседства і пашырэння Еўрасаюза Йоханнес Хан наведаў легендарны мінскі універсам цэнтральны, завітаўшы туды ў суправаджэнні кіраўніцы прадстаўніцтва ЕС у Беларусі Андрэя Віктарын. Гэты незвычайны візіт сфатаграфаваў і абнародаваў у Фейсбуку Віктар Контар. Лідер партыі БНФ Рыгор Кастусёў і сябра партыі, амерыканскі адвакат Юрай Зянковіч, дасягнулі прынцыповай дамоўленасці аб правядзенні 29 чэрвеня сустрэчы ўсіх зацікаўленых бакоў для дасягнення кампрамісу адносна канфлікта вакол курапатаў. Запрошаныя таксама і чыноўнікі, як трэці бок. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Яшчэ раз усім прывітанне, гэта па-ранейшаму жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне, і мой сённяшні гость, дырэктар рэпетытарскага цэнтру 100 балаў, мінскі педагог Евген Левант. Яшчэ раз прывітанне, Евген. Нагадаю, што мы размаўляем, натуральна, пра пературбацыі, якія адбываюцца ў сістэме беларускай адукацыі. І вось мы закранулі ў мінулыя часы размовы тое, што у нас будзе уведзены ў школах такі прадмет, як вучэбна-вытворчы камбінат. І, Евген, я так разумею, што гэты прадмет трэба некуды ж упіхнуць, гэта 6 гадзін, і відаць, што з'явіцца ўсё ж гэты самы знакаміты 6-й школьны дзень ператворыцца ў звычайны просто навучальны дзень, я так разумею. Смотрите, опять же вспомним советское мое прошлое. Я учился 6 дней в неделю, это было абсолютно нормально. Никто по этому... это было, так как это было нормально, то никто и не переживал по этому поводу, потому что и мои родители учились 6 дней в неделю, и я 6 дней в неделю. А потом стала пятидневка. Опять же, я не считаю, что пятидневка – это хорошо, а шестидневка – это плохо. Вот, например, в Калифорнии, в Силиконовой долине, есть разнообразные школы. Очень крутые, скажем, это во всем мире так есть. Школы самые разнообразные, там они могут заниматься, вообще ничего не делать на уроках, а может быть огромная нагрузка. Так вот, я сегодня просто прочитал про школу, самая крутая школа в Силиконовой долине, там 7-дневная учебная неделя. Там нету каникул. Вообще, то, что я говорю, о боже, потому что страшно, потому что если меня услышит Министерство образования, то будет следующая реформа. Так вот, там нету каникул, там нету выходных 7 дней в неделю. Получают дети очень серьезное образование, школьники в области точных наук. Я не говорю, опять же, что это хорошо или плохо. Это их выбор. А есть школы, где 6 дней в неделю, а есть школы, где 5 дней в неделю, где школа, где есть 5 уроков в день, а есть где 8 уроков в день. Этот процесс невозможно контролировать. Я к тому, что это неконтролируемый процесс. Можно имитировать уроки. Огромное количество старшеклассников, почему я так жестко говорю о кризис-системе образования в нашей стране, потому что абсолютное большинство выпускников школ не знают о школьной программе ничего.
Ничего это значит, ни одного стихотворения, ни на каком языке, ни русском, белорусском, ни английском, ни одного. Вот просто, вот ни одного. Не знают ни одного физического закона, не знают ни одной геометрической теоремы. Может, это и не надо знать. Но вот зачем-то они ходят в школу, и государство тратит на это сумасшедшие деньги. То есть кому-то это надо, кому-то это не надо, кому-то надо в ВПК, особенно это к старшим классам. Вот эта тенденция, я возвращаюсь к тому, что уже говорил, но я считаю, что это один из важных аспектов. Тенденция, что к однообразию, она не современна, она не прагматична, она не выгодна для нашего государства, даже если на деньги переводить. Поэтому правильно пятидневка или шестидневка? Ответ мой – не знаю. Я бы хотел, чтобы у родителей был выбор, чтобы были школы с пятидневной неделей и шестидневной. Чтобы есть ученики, которые 4-5 уроков походили, и достаточно. А есть те, которые будут сидеть 7 уроков. А есть те, кто пойдут в музыкальную школу. Ведь сейчас же закрывают школу, если вы читали, это уже несколько лет, с эстетическим уклоном. Это вообще, кроме как вспомнить Бисмарка, государство, которое не хочет строить школы, будет строить тюрьмы, это же, это еще один шаг к безумию. Это я говорю как преподаватель математики и физики. Да? Музыка нужна, танцы нужны, мастерство, рисование, это пение. Культура. Все это должно быть в школу. Это не должно быть навязано. То есть ничего нет хуже хора, куда всех загнали и все обязаны петь. Мы куча историй про это мы знаем, и фильмы сняты. Есть те, кто пойдут петь, есть те, кто не пойдут петь или танцевать. И это, на мой взгляд, одна из ключевых проблем нашей темы образования. А вот то, что произошло вчера, вечером появились эти планы или днем. Вроде как мои коллеги говорят, что за ночь уже на сайте Министерства образования какие-то документы видоизменились, то есть какие-то в них внутри... Там было на сайте Минобразования, как мне сказали, пояснение к этим изменениям. Это пояснение уже, как мне сказали, убрали. Понять, что там написано, невозможно. Если бы я так объяснял свои предметы школьникам, как Министерство образования объясняет учителям их учебный план на год, я бы считал, что меня надо было бы срочно уволить, потому что я, в общем-то, я страшно сказать, я в школу пришел в 88 году, да, я читал учебный план, я не знаю, без чего там не разберешь, там не понимаешь ничего, что написано, это невозможно. Вот, поэтому ситуация с шестидневкой странная. Как я понимаю, сегодня журналисты многие... я не тэлефанавалася у Мінадукацыі, каб даведацца, ці гэта будзе 6-й дзень. И ничего, мне, конечно, лестно, что вот если что-то происходит в теме образования, достаточно часто звонят мне и говорят, давай, объясни, что происходит. И я каждый раз говорю, ребята, давайте сначала не то, что мне тяжело, наоборот, мне лестно и приятно, что, по моему мнению, там, кому-то оно интересно. Но все-таки я бы хотел послушать мнение пресс-секретаря Министерства образования, каких-то ответственных работников Министерства образования, чтобы они объяснили, дали... Я боюсь, что если вы дозвонились, вы бы ничего не поняли из их ответа. Это еще интересный такой квест. То есть, если дозвонился еще, пойми, что тебе сказали. Коли тебе не сказали, мы тут ни при чым, чому вы нам тэлефануеце, наступны момент так, зразумееце, што яны маюць на увазе. Это правда. Хотя буквально на месяц или 2 назад мы слышали, что президент нашей страны говорил, обращаясь к чиновникам всех уровней, ребята, вы должны разговаривать с прессой, вы должны отвечать на вопросы. Как-то нет. Пакуль гэта не атрымліваецца. Так, дарэчы, глядзіце, вось ўсё ж мы ведаем, што Александр Рыгорович так сочыць за адукацыяй, таму што ягоная сын вучыцца ў школе, так, і адпаведна з'яўляюцца новыя, як Коля расце, з'яўляюцца новыя падручнікі. Так, вось калі б, напрыклад, ўсё ж не было такого кантролю з боку кіраўніка краіны за адукацыяй, ці былі б вось гэтыя змены, тое, што адбываецца зараз? Мне кажется, опять же, вот то, что вы сказали, что сын президента учится в 8 классе, это отражает еще один из мифов, что вот те изменения, которые происходят, они как-то связаны с сыном президента. Я так не считаю. Они вообще никак не связаны.
наверное, всякого рода домыслы и слухи возникают именно потому, что никто не знает истинные причины, не могут догадаться. Но вот я абсолютно уверен, что я слышал это распространенное мнение, вот я с ним не согласен, считаю, что это примитивная попытка объяснить то, что мы не можем объяснить. Но точно причина не в этом. Я так думаю. Что касается учебников, вы знаете, мне бы хотелось, чтобы в первую очередь за учебниками, за учебными планами следили профессионалы. К сожалению, я в теме образования у нас таких не знаю. Например, когда вот вы можете сказать, послушать выступление какого-то там из ответственных работников Министерства образования, включая министра, скажет: мы эти учебники готовили профессионалы, мы их обсуждали с такими-то профессионалами, мы их обсуждали, там целый совет собрался, и все профессионалы на профессионале. Задаешь всего лишь один простой вопрос. Это же не обсуждали секретные чертежи к какому-то оружию, да? Значит, понятно, вот там этих ученых, там инженеров, фамилии никто не должен знать. Но здесь-то ничего секретного. Вот попробуйте найти фамилии тех, кто участвовал в обсуждении учебного плана или нового учебника, или учебной программы. Всюду сообщено, что это профессиональные, профессиональнейшие профессионалы, но фамилий ни одной. Не просто ноль, то есть вообще фамилий нет. Собрались учителя, и они дали положительные отзывы на учебник. Чушь. Фамилий нет, значит, и никакого реального обсуждения не было. Я не устаю повторять, что в Советском Союзе от момента написания учебника, не заказа на учебник, а написания учебника, до внедрения в школу проходило несколько лет. Потому что учебник уже написан, потом его отдают в специальные экспериментальные классы, причем один класс должен был быть в Москве, второй, условно говоря, в Минске, третий во Владивостоке, четвертый в деревне, пятый там, и так далее. Дальше смотрят результаты обучения не за 1 год, а за несколько лет. Что это за учебник для 6 класса? Что это за учебник для 7 класса? Если вы заходите в любой российский книжный магазин, вы видите учебники математики, там фамилия, неважно, с 5 по 11, весь комплект. Учебники, дидактические материалы, мультимедийное сопровождение и так далее. Скажем, если это химия, с 7 по 11. Нету учебника для 7 класса без учебника для 8 класса. Это чушь какая-то. Как их стыковать? Нельзя написать учебник для 8 класса в этом году или какие-то для 6. Но учитель, хороший учитель, когда он работает с учениками 6 класса, он в голове держит что? А что будет в 7? А он не знает, что будет в 7. Это в лучшем случае еще их напечатают. Мне рассказывали коллеги, когда вышли учебники по алгебре в этом году. Они вышли в 2 частях. Часть первая поступила к 1 сентября, часть вторая сказали позже. И вот они работают по учебнику 7 класс, алгебра, первая часть, более-менее ничего. А к этому моменту, значит, старые учебники Кузнецовой собираются и в макулатуру. Потому что все, новые учебники. Когда пришла вторая часть, а она пришла к январю, учителя взяли за голову математики, потому что она абсолютно безобразно написана. И полетели, верните нам тот учебник, который был, он лучше. А те уже в макулатуре. Да? То есть даже не на год учебники дали, а на полгода. Безумие. Бок вы лічыце, што ўсё ж савецкая сістэма адукацыі не такая кепская, як зараз можна там уяўляць, і калі б, напрыклад, все ж мы глядзелі назад, то гэта было б лепш. То, что у советской системы образования было огромное количество достоинств, особенно в соответствии с тем временем, конечно, вопросов нет. Хочу ли я, чтобы вернулась советская система образования? Ответ – нет. Потому что она была очень хорошей для 20 века. Для 21 века какие-то элементы бы я очень бы хотел, чтобы у нас, а именно
продуманность. Послушайте, школа – это как технологический процесс. То есть, нельзя собирать автомобиль, говорить, так, сегодня мы будем думать, как правую дверь мы там изготавливаем на заводе, а про левую дверь мы подумаем, когда сделаем правую. Образование сейчас стало таким же технологическим процессом, как и любой другой технологический процесс. В IT-стране, значит, есть заказ, программа пишется, тестируется, альфа-версия, бета-версия, общаются с заказчиками, разработчиками. Все это продумано. Любой технологический процесс продуман. И только в системе образования у нас какая-то безумная махновщина. Вообще никто ничего не понимает. И, что очень сильно напрягает, интенсивность этих преобразований. Посмотрите, это как знаменитая книга Олеши «Ни дня без строчки». Да, то здесь ни дня без реформы. То есть каждый день в ужасе смотришь, еще что-то. Так это же еще только середина июня. Только початок. Да, ведь еще есть серьезнейшая проблема трансформации гимназии, уничтожения гимназии, и никто не знает, что будет в 5 классах, потому что начнется в августе штурм. Ведь смотрите, что произошло. Вот в тех программах, которые опубликовали, написано, в обычных школах трудовое обучение, а в гимназиях трудового обучения нет. Я думаю, что родители десятиклассников многих пойдут на штурм просто гимназии, чтобы записать туда своих детей. Слухайте, вось гэта ўсё адбываецца таму, што ўсё ж няма нейкіх нармальных спецыялістаў, якія б сапраўды разумелі, што трэба адукацыі. Чаму ты вырхал? Если бы мне кто-то дал достоверный ответ на этот вопрос, я был бы ему очень благодарен, потому что, может быть, некая моя такая... понятно, что я заведен, понятно, что я нервничаю, понятно, что я переживаю. Когда мы так себя ведем? Мы не понимаем. То есть даже если бы ответ был плохой какой-то, который меня бы не устраивал, но он был достоверный, и я бы понимал, что там в будущем, хоть в ближайшем, наверное, не было бы такой энергетики, да, у меня. Я бы спокойно там рассуждал о смысле жизни, о том, что образование – это хорошо, а без образования – это плохо. Эта неопределенность и возможность того, что к 1 сентября еще все поменяется, еще несколько раз поменяется, и как поменяется, наверное, приводит людей в такое экзальтированное состояние. Слухайте, раней, например, при минулом министре были некие такие сустрэчы с альтернативным Нет, педагогами? никогда. Нет. Але зараз же некий диалог все ж вы спробуете выбудовать? Уже нет. Когда, опять же, возвращаемся к началу разговора, сейчас Карпенко коммунист, поэтому такое, а раньше никогда никакого диалога. Например, с 2000, если я правильно помню, 2010 года, 2008-2009 года существует негласный запрет или отказ чиновников Министерства образования приходить в СМИ в том случае, если там нахожусь я. Мне об этом открыто говорили. Да, недавно меня пригласило одно государственное СМИ на конференцию, связанную с образованием. Я, наверное, молодая девушка, не в теме. Я ей говорю, да я с удовольствием приду, мне же интересно, я переживаю. Но если это государственное учреждение, то представитель Минобра не придет. Да ладно, не может быть. Это было на этой неделе. Через день мне звонят, да, Евгений, вы правы, Министерство образования категорически отказалось. То есть никогда... Так это с 2008 года, за это время я не помню, сколько министров поменялось. До речі, ви підписували петицию об обставці? Да. Чему нам треба Смотрите, петиция мне совершенно не понравилась, содержание мне не понравилось, но в данном случае я подумал, что форма не так важна, важно содержание. То есть я считаю, что нынешний министр образования должен быть отправлен в отставку. Хотя мотивационная часть, которая в этой петиции, мне совершенно не понравилась. Дякую, Євген. Я нагадаю, що гостем сьогоднішнього живого ефіру Єврорадіо став мінський педагог Євген Лієвянт, і ми розмовляли про тыя змены, якія ўвесь час адбываюцца ў беларускай сістэме адукацыі. Заставайцеся з намі.